В столице республики состоялось заседание Алмазного совета при президенте Якутии. Обсуждалась работа алмазоперерабатывающей отрасли республики за минувший год и первый квартал года текущего. Было отмечено, что в целом снизились экономические показатели гранильной отрасли. Недостаточно современный уровень оснащения производства многих алмазогранильных и ювелирных предприятий, высокий уровень общего износа основных производственных фондов, нехватка профессиональных кадров. Ну и основная проблема – это нехватка собственных оборотных средств у гранильных предприятий. Также недостаточно развита система сбыта, более высокая себестоимость продукции по сравнению с другими регионами, а также с зарубежными производителями. Все это вызвано действующими налогами, таможенными пошлинами, высокой стоимостью кредитов, а также удаленностью, ну и особенностью нашего региона. Известно, что гранят якутские алмазы в республике 9 гранильных заводов. Ранее встало производство в компании «САТА». На заводах в Нюрбе и Покровске нет оборотных средств, поэтому нет сырья. Ситуация улучшилась только в 3 предприятиях якутской алмазной компании, также предприятиях ДДК и Сахадаймон. В свою очередь, глава Алмазного совета выразил мнение, что кризиса в гранильной отрасли в Якутии в принципе нет. Для меня очень странно, что некоторые заводы проявляют какое-то нездоровое недовольство. О каких-то системных кризисах говорят, что вот гранильная отрасль в Якутии находится там в яме какой-то. Ну, я считаю, что совершенно необоснованные инсинуации на это. Те заводы, которые действительно работают, у них нет кризиса. Кризисом может быть только голова.